17 октября. Проснулся, как бы в 4 часа я вставал, печку затопил, чайник поставил, все закипело сейчас. Уже чай попил, 5:30 утра, 5:30. Сейчас еще повторно чай попью, соберу рюкзак и, наверное, все-таки схожу куда-нибудь еще. Последний день охоты. Последний день осенней охоты. Завтра уже возвращаюсь домой. Сейчас с утра +1. Ночью, видимо, шел дождь. Сейчас пока чуть-чуть тоже мелкий дождь идет, но терпимо. Все равно хоть до обеда куда-нибудь схожу. А так все, утро начался. Будем собираться. Снимать не знаю, буду или нет, заранее ничего не могу сказать. В общем, все, поехали. Сходим куда-нибудь. Может, что-нибудь да и поснимаем еще. 6:01. Вышли с избушки. Все сыро, мокро. Не знаю насколько мы долго продержимся в такую сырую погоду. Быстро сами сырыми будем. Но все равно куда-нибудь да сходим. Хоть маленький кружок на пару часов. Рассветает. И ветер такой сегодня сильный. Вон как. Ветер шумит, все гремит аж. Да, ветрено. Может, разгонит тучи. Ну ладно. Сходим. Будет интересно, буду снимать. Если ничего такого нету, значит, просто сходим. Небольшой поход сделаем и обратно в избушку. А там уже возле избушки будем. Опять ненадолго выходил снег. Мокрый, сырой такой. Блин, сразу как шлопнет на одежду, там сразу тает, там я уже полусырой. А прошел только, наверное, километр от избушки. И что я заметил, вот чем глубже в осень, сейчас уже, можно сказать, поздняя осень, скоро уже зима, и тем вот становится грустнее в лесу. Боровая дичь становится неактивной. Вот здесь мы еще ходили чуть раньше, там рябчики свистели, было так весело. Некоторые, конечно, удалось добыть, но все равно они уже не такие активные, как в начале осени. Сейчас уже перешли, они как бы на почки, уже почки едят. И если, может, и возле них пройдешь, они даже и так не испугаются. Они сидят на березе и едят себе. А когда вот в начале осени, они в основном по земле бегают, и по пути встретишь, они взлетают, там добываешь. А сейчас проходишь, все равно смотришь под ногами, чтобы, осторожнее, там ведь сучья вон какие острые. Так что вот такие дела. Лес пустеет. Уже остатки, как бы, самые хитрые, мудрые остались боровади. Сколько охотников, армия охотников по лесу всю осень ходит, ищет, стреляет, добывает. И вот, я думаю, так и надо. Что осталось, пусть уже как бы на семена размножаются и так далее. Сегодня еще такой кружок на пару часов сходим, походу, погуляем и тоже уже, как и все, будем к зиме готовиться, к долгой зиме. Вот так. Что-то пасмурно сегодня. И дальше нам такие дни. Вчера снег был, такая хорошая погода. Даже солнце выглядывало. Шел, так интересно было. А сегодня вот всю ночь шел дождь, и сейчас еще пасмурно.
Так что осень, непредсказуемая погода. И вода мелкая, так то сейчас река начала прибывать где-то сантиметров 5, наверное, вот так каждый день это поднимается вода. И дожди все-таки начнутся, и вода, как вода станет большой, так и лед станет. А сейчас по мелкой воде она редко когда встает. Если уж станет, все равно дожди начнутся, и может быть даже и в ноябре. Это проверено. На мелкой воде лед не встанет, это стопудово. Остановился на сухостое. Такой красивый сухостой. Вот смотрите, сучья только наверху. Вон, на вершинке. И такой уже вообще кора отходит. Сухой. Прямослойный, я вам скажу. Такой диаметр. Свалил и на всю осень. Вот тебе дрова. Так прекрасно. Вон еще дальше. Сказочное место. Сказочные дрова. Елка. Главное елка. Пихту ни в коем случае не надо на дрова. Эти дрова говно, я вам сразу скажу. Они жар не дают и как-то не топятся, а тлеют, на нервы играют. А елка такой звук, такой тречканье, так горит активно, так и жар дает. Вообще, хоть длины, хоть печенча, пожалуй, хоть мывать. Не могу насладиться с так. Вообще, я получаю наслаждение от таких дров. Хорошие дрова получаются из елки. Гарантирую. Сказочные дрова. Где я шел 100 метров в стороне, увидел такую штуку. Смотрите, как пенек стоит, и в круговую грибки. Похоже на вот шаурму делают. Там мясо там крутится. Похоже на то. Вот ножом так шик. И шаурму туда хуяк. Вот тебе и шаурма с грибами. Интересная штучка. Снова вышел на трассу. Уже по трассе иду. Ну что, дичи нету. Идет дождь. В нескольких местах видели рябчиков. От собаки вылетают и настороженно так на какое-то мгновение сядут на дерево там. И обратно уже посмотришь, там уже улетают. Да и из-под собаки как-то стрелять. Тоже, блин, дичь мелкая, и Айда любит, ну, схватит и не дает. В общем, такая она, такая слабость у нее. Ворует. Не знаю, сейчас еще там километр, наверное, может 1,5 пойду, потом буду чай пить и возвращаться. Как-то и не хотел уже до сюда идти на что-то шел, потом разогрелся и все по ходу получилось. Просто последняя надежда была, что кого-то встречу здесь. Вроде места такие хорошие, а никого нет. Не знаю, где искать. А искать уже больше не буду. Все, закрываю осеннюю охоту сегодня. Завтра уже домой. Сейчас, короче, 1,5 километра еще пройду и буду пить чай. Как ставить капкан я показывал. Вот по пути опять нашел вот то самое бересту. Видели? Даже уже вообще там внутри ничего нету. Ни трухи. Вот этот кусок. Самое то для того, чтобы поставить капкан на куницу. Вот. Видели, вот целое дерево, а там труха. Вот эту труху оттуда вытряхиваешь. Сейчас покажу. Смотрите, он как хорошо выходит. Сейчас. И вон какая труба получается. Здесь на 2 капкана, вот на половину здесь
где-то 1,20 м, и наполовину здесь топором отрубить, чик, и на 2 капкана. Вот. Считаю, уже на 3 капкана вот этот материал пойдет. И еще вот здесь еще можно. На данный момент мне он не нужен. Лежит, пусть гниет. Они крепкие, между прочим, толстая береста. Вот береста, вот сколько вот раньше человека хоронили, и вместо гроба там бересту из бересты что-то делали. Даже сейчас бывает на кладбище яму копают. Были моменты, это в Алексеевка, деревня там. И ну, там уже не видно, что раньше был, там кого-то хоронили. И начали яму копать там. И натыкались на такое вот, как бы вместо гроба вот что-то делали из бересты. И так хоронили, в общем, людей. И береста там еще вот под землей, но она долго не гниет, между прочим. Вот из дерева уже вон какая труха. А хотя дерево такое крепкое. Вон, смотри, все, ничего уже не осталось. А береста она держится. И вот охотники вот у нас вот в Коми, именно где я живу, вот пользуются этим материалом. Вот береста, и на палку насаживаете и капкан ставляете. Ну, можете посмотреть на моем канале, конечно, есть там, я как бы показывал, как ставить капканы на куницу. Можно также и на соболя, или горностай, или норку. Все туда хорошо ловится, в общем. Вот такая штучка. Даже если капканом заниматься, вообще материал идеальный. И толстая береста, вон, вообще 3 миллиметра, блин, крепкая. Он упругая, крепкая. Вот так. Пошли, да. Пускай стоит. Выбрал место более тихое. Но дорога там вообще ураган, ветер. А здесь косогор какой-то небольшой и тишина. Тишина, спокой. Отдыхаем. Собака что-то нюхает. Рябчики опять. Несколько штук. Поднялись вот и следы она чувствует их нет. Пускай бегает. Я сейчас перекушу. Как обычно у меня сыр, хлеб и чай. Ненадолго вышел там на пару часов. Сейчас покажу, как правильно открывать этот сыр. Такой сыр у нас. Между прочим, неплохой. Даже я скажу, что вкусный. И открывать так, ну, неудобно. Как-то завернули они. Я обычно уже как, посередине так, ногтем туда, сюда. Вот тебе сыр. Я, тут быстро все делается, как шоколадка. Недорого и вкусно. Рекомендую также. Зимой вот попадалось какое-то видео тоже у меня есть там. Там ужасно плохой сыр. Не помню уже как название. Как он расслаивался там, как торт Наполеон. Вообще никуда не годится. А вот это нормальный. Раз. Так откусил и жгу себя. Также хлеб. 2 куска у меня. Один для Айды. Другой для себя. Также у меня на руках вот такой нехитрый патронтаж. Браслет для мелкашки. 12 штук патронов, как часы у меня.
Любой может так сделать. Не видно и все под руками. Если несколько выстрелов тебе придется сделать там. Все под рукой. Раньше у нас деды, ну, как бы промышляли, и у каждого была мелкашка тоже. И они, ну, патроны таскали в мешочках, вот таких маленьких мешочках, так, веревочкой закрывалось все. Но косачей там было море, и белок тоже туча. И патронов у них много они таскали. Ну, как целый гость. Там стреляли по десятки штук косачей, белок по 100 штук и больше. Больше, намного больше вообще добывали. Белок как мышей летала она. Ну, вообще много их. А сейчас вот сколько мы, 9-й день сегодня в лесу, белок ни одной не видели. Видели только одну куницу. Белок вообще нету. В каких местах ходили? По вырубкам, по старым вырубкам, по дорогам, по тайге, возле рек, озер. Ни одного зайца не было. Ни одного. Ну, понимаю, собака не гончая, не поднимает. Но раньше так идешь и из-под ног так выскочит заяц и побежит. Все, ты зайца видел. Или от собаки так лаять начнет. Любая лайка там догоняет или еще. А сейчас нету вообще. Я в город езжу, там один раз только видел. За лето. Лис много. Лисы есть. Мы не встречались, но по трассе много лис мы видели. И следы можно тоже тайгу. Да, они есть. Они тоже, вот, тоже, ну как, я не, как сказать, вот они, как бы тоже, наверное, не знаю, разрешается или нет там, ну, добывать их. Но их тоже надо разрешить их добывать. Потому что они, ну как весной, там, летом, боровая дичь еще мелкая. И они подряд всех, ну, из гнезда там, или так еще догонят, там, всех они подряд уничтожают, ну, и едят. Так что охоту можно на него тоже открыть, на лесу. Их много, а пользы от них нету. Уничтожают боровую дичь. И самое главное, зайцев. Тоже первый враг зайцев — это лиса. Они, как сказать, у них время есть. Взял тропу, заяц побежал, и вот, ему некуда спешить. Чувствует, и за ним целыми днями, неделями. Но все равно он добьется своего. Зайца все равно съест. Вот такой маленький перекур. Немножко поговорили опять. Сейчас буду чай нормально попью и дальше пойду. Лес хороший. Все вроде нормально, а боровой как-то мало все равно. Но в этом году хоть немножко да есть. Более-менее. А 2 или 3 года, может 5 лет уже боровой вообще не было. А в этом году хоть немножко, но постреляли нормально. Жаловаться нечему. Хотя бы так каждый год, и то нормально. Вот так. Все. Ем, пью чай и иду дальше. Вот в середине экрана там рябчик сидит, подранок. Пострелил куда-то ниже, наверное. Попал Иван. Сидит. Не знаю, там или мертвая уже, или еле-еле на крыльях как-то распахнул крылья, и вон подранок. Дерево не маленькое, не знаю, там
В общем, будем добирать его. Вот такая ситуация. В общем, все, там завис он. Я второй выстрел сделал. Еще немножко крыльями пошуршал и висит. Висит, и придется так и оставить. Праздник для куницы. Вот такое дерево диаметром, наверное, 20 сантиметров. Из-за рябчика там, чтобы свалить, да и топора нету. Что поделаешь, бывает и такое на охоте, где он вот в середине экрана. Да. Хорошо вон видно. Вон там на сучьях, там сплетенные сучья, и такая ситуация вообще. Рябчика придется на ставить. Бесполезно, я уж пинал и палку там приготовил. Я не знаю, что делать. Наверное, оставить придется. Все равно уже там все кирдык ему. Завис. И ветер поднимался, вот, блин, вон над пальцем. Вот там и есть, вот в середине экрана. И ветер поднимается, вот, шевелится на деревья. Ни хрена. Конкретно он там завис. И шатал так дерево, так более-менее как-то смог еще зашатать, но не упал. Все, короче, я ее оставляю. Вон он. Вот это да. Вот это рябчик там. Все, пойдем. Есть еще вариант в таких случаях. Бить по тому сучку, ну, из мелкашки там, по несколько выстрелов. Скажем, блядь, десяток выстрелов. Но непонятно там на каком суку он сидит, потому что сплетено там все. Но он вообще там может как-то завис, и хрен его знает. Не сидит, а вот завис. И дед тоже говорил, когда от белки, говорит, мы стреляли, тоже зависнет и стреляешь по такому сучку. Ну, точно попадание, чтобы надо вот такой сук и несколько выстрелов в одну точку, чтобы ветка сломалась и чтобы упала. Но если, скажем, вот в таких случаях, если глухарь там сидит, или же, блин, куница, или еще какой зверек, но ну что поделаешь, я вот именно, сегодня я его оставил, и я думаю, что пойдет на пользу, куница там съест, или лишь бы не черный ворон. Лучше, чтобы куница съела. Все, идем. Идет драка. Мышь против айды. Ну что, замочил? А, или убежал? Нифига. Вон он, мелкий какой-то. Вон под лапой. Фу. Сейчас голову, главное, хрясь и все. И оставит. Тоже для куницы закуску, а? Пошли. Не ешь его, может, с глистами вообще он. Нахрен он нужен. Дождь идет мелкий. Мы уже близко. Уже рядом с избушкой. Дальше будем, наверное, дрова заготавливать. На следующий раз, может, зимой или еще кто заглянет. Там с ночевкой какой-нибудь охотник придет. Чтоб дрова уже были. Так что займемся с дровами. Последний вечер осенней охоты. Сейчас сижу у костра. Сейчас вот чайник закипит. Будем пить чай. Готовлю там на печке ужин. На охоте такого, чтобы заснять, ничего такого и не было. Прошли так мимолетно, ничего больше не видели. Вот того рябчика на дереве оставили только.
И целый день сегодня как-то вот кратковременно шел дождь. Начнет так минут 3, польет и все, перестанет. И целый день так. Пасмурная погода, ветреная. Вот как солнце сядет, как потемнеет, вот где-то вот поблизости. Я один раз даже его видел. По соседству живет сова. И вот сейчас сейчас чайник кипит, ну, закипает, там шум дает, а ну, чуть в стороне, если постоять, слышно, как бубукает там он. Сегодня, наверное, где-то там за речкой. Но каждый вечер, и бывает вечера вот вообще тихо, и издалека он слышен вообще, такие звуки бу-бу-бу-бу, как кино. Обычно в фильмах где-то вот, если где-то что-нибудь буду снимать пострашнее такие моменты, еще сова там, и еще какая-то, эти дятлы черные, кедрачи, нет, не кедрачи, а дятлы черные, тркают, которые, если в тайге что-то снимают. А у меня сосед сова, и, наверное, он зимует даже, я так думаю, потому что я зимой, когда приезжаю, вот, есть он. Наверное, да, он есть. Он как бы остается, наверное, и зимует. Он морозостойкая птица тоже. Все закипело у меня чай. И не знаю, как вот взять все горячо. О, видели, какой костер. Ну и это я завтра буду уезжать, этот мангал в сторону тоже отодвину вот сюда. Как бы вот если это осенью сейчас как техника, блядь, осенью пожароопасности меньше, и вот поближе к избушке, ну, так удобнее мне. Все равно на улице дожди, быстренько так чайник поставил или за чайником вышел, взял и побежал обратно в избушку. А летом я этот мангал, конечно же, уберу к костру, где вот у меня вместо костра уже где-то метров 15-17, наверное, от избушки, может 20 метров даже. Пусть будет там. И если кто-то придет, там чайник, ну, обычно там на костре они, люди, варят чай. А я привык вот так, на мангале. Сегодня я еще хотел дрова спилить, вообще ничего не делал. Так себе. Свои дела еще были, и туда-сюда, и уже все темно. А завтра уже надо обязательно дрова спилить, но сухие. А береза есть. Сухие дрова для затопки, вот когда вот еще холодную печку затопить, ну, для начала. Я обычно в избушку приезжаю, там печку затоплю. Как загорится, уже угли появятся. Никогда я не добавляю, вот, опять же, сухие дрова. Нет, там сразу березу туда бах и полную печку. И несколько раз. И первую ночь я, ну, не стараюсь там печку закрывать. Угли там, знаешь, сколько от этих будет, от березы, море, куча. И можно угореть, или как кольмень вообще. Ну, чтоб плохо не стало вообще. Или вообще умирают от этого, если не вовремя там, ну, раньше времени, в общем, закрыть трубу, там хана тебе. И первую ночь я обычно открытой трубой сплю, полуоткрытой, полностью не закрываю. Все равно печка, ну, но я топлю, конечно, до такой степени, что все нагревается до нижних венцов кирпича, ну, предпоследние венцы. Вот
как-то так. Все вот хочется поговорить и рассказать еще что-то. Но у меня вот, я смотрю, 11 минут 50 секунд осталось. Вот 32 гигабайта я уже заснял за 9 дней сегодня. Но у меня еще в запасе есть вторая карта памяти и 4 гигабайта. На это на крайний случай еще как бы храню. И там еще было 4 гига. 4 гига я там уже заполнил. Это 32 заполняю. И остается 4 гига еще. Вот такая фигня, короче. Но все равно не хватает. Я еще был, 64 даже заснял. Но нету сейчас пока. Надо, в общем, купить и буду снимать и снимать. Кому интересно, если надо, если не надо, если не нравится, пишите, или можно дальше снимать, в каком направлении вам надо, от зрителям, телезрителям, мои походы, что хотите увидеть, услышать, узнать. Ну, все, конечно, стопроцентно рассказывать тоже не буду. Секреты свои тоже надо иметь, и раскрывать все секреты, конечно же, не буду. А так, могу кое-чем поделиться, может, советы какие, что умею подсказать. Много чего не умею, но жизнь все равно учит человека чему-то. Много чего меня учил. В основном меня учил дед. Как бы с детства я с ним был вместе и много чему учился у него, и много чему я не доучился. Мне было лень его слушать. Он много хотел еще мне сказать, передать. Но видишь, ну вот такая жизнь, да. В общем, сейчас, конечно, когда он что-то делал, там не смотрел. А основное, что я сейчас умею, вот я у него и учился, как бы смотрел. Вот я сейчас думаю, что я многое не дослушал, не досмотрел у него. Вот такие делишки. Все, 9 минут остается. Наверное, все. Буду заканчивать эту беседу. Вот такой вечер был. Предпоследний вечер осенней охоты. Завтра будем собираться, дровышки, делишки и все, домой. Главное, чтобы погода не подвела, и чем будет хорошая погода, ну, лучше. А то, когда дождь, там, плаще неудобно, там, не шевельнуться, все льет, очки тоже потеют и сыреют, и без очков ни хрена не видишь, кругом коряги, там еще что, там, может, и... Вот такие дела. Все, на этом всем пока. Давай, до завтра. 18 октября. На улице сегодня +1, но к нулю идет. И вот снежок вот только что несколько секунд назад вот прекратился, чуть-чуть выходил. А я сейчас время у нас 6:07. Я в 5 часов вставал, печку затопил, сейчас там дичь варится, чай на печке. И 5 часов вставал. Безоблачно было, вот сейчас как непонятно какая погода. Вот. Но лучше, конечно, чем дождь. Пускай лучше немножко снежок будет, сухой желательно. В общем, просыпаемся. Все, мышцы мои уже все устали, надо отдохнуть капитально. Сегодня уже поедем обратно домой.
Домой охота осеннюю охоту будем сегодня закрывать. Все. До зимней охоты, наверное, сейчас уже не знаю, ничего не могу сказать. Все, просыпаемся, будем собирать вещи потихоньку. 6:35. Вот что творится сейчас. Снег пошел. Я выходил сейчас, и все-таки плюсовая температура и мокрый снег. Мокрый снег, такие хлопья. Мама, не горюй. Без плаща сегодня моментально будешь сырым и мокрым вообще. Не знаю, там нехорошая погода, одним словом. Может, перестанет еще. Посмотрим. Такой красивый восход там. Вот на камеру как-то тоже не так. Здесь все темно, а тут все как-то желтое становится. Вот там солнце, видимо. Солнце светит, но от тучи лучей не пропускают у солнца. Здесь день, там ночь. Вот, если так посмотреть, ничего, такое темное небо, а тут светло и солнечно так. Пробирается солнце, не может стать. Наш толчок весной делали, стоит ровно, ничего нигде не шатается. Вообще навес такой, в такую погоду самое то. Никак тоже собраться не можем. Дрова еще надо спилить, ё-моё. Ай. Ай да устала. Ай да устала. Все надоело тоже. Надоело, скажи мне, в лесу. Надо отдохнуть. Поехать домой и отдыхать. В общем, просыпаемся. Хорошо. Немножко решил заготовить дрова. Может, кто, какой из охотников придет, будет ночевать, чтобы для затопки сухие дрова были. А уже добавлять можно вот тут взять, как бы по второму разу, когда уже добавляешь печку. В общем, сюда буду складывать. Вот там и будет все храниться. Вот здесь, ну, чурок, наверное, 10 получится, может меньше, может больше. Туда буду складывать, потом посмотрю, если мало будет, я еще буду пилить и еще буду складывать. Вот вы видите, в какой одежде я уже все, и все прояснилось, уже прохладно стало. Это мой уже зимний вариант, когда уже прохладно на улице. Раньше как? У охотников жилетка была, именно вот охотничья лоз, по-нашему лоз называлась. Там патронтаж, и вместо рюкзаков там внутри спереди мешок и сзади мешок, там и продукты там таскали, и сзади дичь тоже, ну, мешки такие вот, такие жилетки без рукавов. А у меня вот такой, ну, все то же самое, только с рукавами все. И патроны 8 штук тут. Для леса это как хватает. И смотрите, какой у меня рукав. Перчатки, внимания не обращайте, это уже, ну, бывает такое. И вот я иду по лесу, и вот, скажем, рукавицы или перчатки, такие погоды, слякоть, дождь, там сразу моментально ты сырой будешь. Все-таки войлок все меньше отсыревает и меньше, ну, влагу отталкивает, чуть-чуть хоть более-менее. И вот ты идешь, и руки уже у тебя начинают мерзнуть. Но я сделал по-хитрому. Вот у меня вот тут пуговица. Я расстегиваю и, смотрите, все это дело я удлиняю. Вот смотрите как. Конечно, некрасиво с одной стороны. Сейчас модно ходить там, блядь,
с крутыми одеждами там. А я по-простому все у меня. Все по-простому. И вот я иду. Все, дождь, снег. Мимо моей рукавицы идут. Стрелять, что-то доставать без проблем. Во, руки мои видны. Взял патрон, взял ружье. Или еще что-то, что тебе... Ну, вообще, руки свободные. Ничего, ничто не мешает. Вот. А когда иду, вот, по снегу, там, по буреломам, по всяким валежникам, все на тебя, ну, сами поняли. И вот такие рукава спасают руки, чтобы меньше мерзли. Меньше сыры, ну, меньше станут, блядь, куидвун. Забыл слова. Куда сейчас? Ну, короче, куда сейчас мечтаю. Вот. И вот пришел, или кончился там дождь, или снег там, если уже тебе точно, ну, как бы мешает, или еще что. Это на крайний случай только я, как бы вот. Зато руки у тебя не мерзнут. Не надо там такие перчатки, блин, ватные одевать. Обычно перчатка одел и это отпустил, там рука у тебя все в тепле. Легко и просто за 2 секунды убираешь рукав. И ничего не заметно. Если бы не сказал, наверное, никто и не заметил, что у меня тут хитрый рукав еще есть. В общем, такие дела. Опять немножко поговорили. Я еще тут чай буду кипятить. Там уже у меня, там пока кастрюли буду мыть, еще чай быстро летит, а еще буду здесь чай кипятить. В общем, дрова все уберу, чай скипятим, рюкзак соберем и сваливать будем. Во, погода какая. Вообще. И уже все. Наверное, если такая погода, пару дней еще будет держаться, уже лед станет. Ну, как бы озера уже все начнут замерзать вообще. Такие дела. Сейчас собираемся, пока вот здесь будем брать. Дрова есть, все есть. Иду от реки, таскаю вещи. И что вот заметил, вот река, не скажу, что близко от избушки, она в стороне. Надо пешком ходить. И река как бы ниже уровня избушки. Вот моя избушка, блин, напротив солнца. Вот моя избушка, там вообще светит солнце, блин. Вот в общем, вон она. И вокруг избушки, вот на верхушке этой горы, все в снегу. А спускаешься ниже, вот ниже спускаешься там, а там уже все, снега нету. Как бы снег выпадает, сразу моментально растает. Не знаю почему. А здесь вот наоборот, повыше, как бы солнце больше попадает и чуть-чуть ближе к солнцу, и снега много. Уже все снег. Вот такая картина. А там внизу, к речке, уже снега вообще мало. Практически нет. Вот такая фигня, короче. В общем, вещи перетаскал. Все на месте, все на лодке уже. Осталось мангал убрать, пол подмести. И все. Охоту завершили. Все собрали уже. Все убрали. Мангал у нас лежит вот. Все тоже убрал до весны. Пусть здесь будет. Может зимой, если приеду, можно и быстро там вытащил из-под снега и поставил, что надо хочешь делать. Баню закрыл, амбар закрыт. Все закрыто. Территория вся убрана. Все убрано. И ну, в остальном все в норме. Дрова есть, если какой охотник будет ночевать там. Дрова приготовил. Также все вот в таком состоянии. Я всегда оставляю избушку. Все убираю.
И дрова. Это святое. Дрова на затопку. Здесь и там у меня. В двух местах. Там береза. Как бы елкой затопил березу. Накидал туда еще. Чайник, котелок. Все есть. В общем, такая история. А мы поедем. Поплюем. Правильнее где-то. Айда, не трогай. Там мышеловка у меня. Айда, не трогай. 2 или 3 мыши она поймала. Может больше. И главное там, где я сидел, там у меня на спине, на спинке стула был этот лескуртка вон. Лескуртку я туда вставил, чтобы от окна, ну, холл меньше дуло. Так-то у меня 2 слоя стекла. Вот один слой сплошной, и там еще рама стоит. В принципе, не продувает там на этом силиконовом герметике, это стекло стоит. В общем, я поставил там куртку, и мышка, оказывается, туда, вот сейчас убрал я эту куртку, и что-то падает там, тук-тук. Оказывается, там остатки у меня хлеба оставалось, сухарики вот такие уже, ну, засохшие. И они перетащили из стола этот бушлат. Запас, короче, там сделали. Я бушлат взял и все, выпал, короче. Запасливые черти эти. И противно, когда вот срут, блядь, на столе. Это я не люблю вообще. И вот именно из-за этого уже там стоит мышеловка, и здесь мышеловка самодельная из бутылки. В общем, такая картина. Вот так. Умывальник также вот. Все, воду убрал. Нигде воды нету. Трубу, юшки всегда я открытым оставляю, чтобы тяга была. Айда, чего там делаешь? Нашла себе скромное место. Отдыхает. Любит грызть. Все время что-то грызет. Так. Опять тучи надвигаются. Надо сматываться. Ну и потихоньку уже все. Собираемся. Сейчас поедем. Все. Ну что, спасибо. Спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. Дому родному. Все, закрываем. Потом до зимней охоты. Осенняя охота у нас закончилась. Все закрыли. Так, это у нас тоже лопата зимой понадобится. Все, поехали. Пойдем. Да, да. Иду и как-то ноги не слушаются. Ленивые сегодня ноги мои. Фу, вообще все устало, все тело. Надо отдохнуть конкретно. Каждый год так валит, все валится. Вон, сколько деревьев. Это сам по себе валится. Нет, валится. Каждый год приходится пилить. Опять тучи рассосались. Буквально за 5 минут все меняется. Погода то облачно, то наоборот. Птиц много. Клёсты, если правильно сказал. Шишек очень-очень много в этом году тоже. Вон шишек сколько. Но не видно, конечно. Нет, не видать. Шишек много. Если шишки есть, то весной боровой дичи легче, конечно. Это перед тем, как трава еще выйдет, они в основном на этих шишках и живут. Оттуда семена, как начнет теплеть погода, семена начнут сами, ну, оттуда раскрываются
шишка, и семена выпадает. И вот по насту боровая дичь их собирает. Это самая полезная, питательная, между прочим, еда. Если на нем будет боровая дичь, ну вообще, если будет эти семена от шишек, то и таковать лучше будет. Силы наберет там. А если шишек нету, таковать они поздно такуют. Слабенькие, как всегда. Их еще обижают, добывают. Что не надо делать весной, я уже не раз говорил. Надо дождаться осенней охоты. Осенняя охота — это дичь крепкая, вкусная. Надо перетерпеть весну. Надо бомбить уток тогда. Их не надо жалеть. Они жирные, их много. И много их не настреляешь. Особенно в нашем крае, где вот мы живем, где вот именно я живу. Перелетов практически нету вообще. Вообще в стороне, где-то по другому направлению летят утки. И их добывать. Ну, десяток, может, так настреляешь еще весной. Больше не получится. Гусей, гусей точно уже не настреляешь. Они где-то в стороне Кирова, наверное, где-то там, может, отдыхают конкретно. И через нас улетают высоко. Или через Ущинск, в основном через Ущинск вот перелеты. Усть-Сильма, там вот говорят, ну там даже на уток внимания не обращают, там в основном стреляют гусей. Там основная добыча гусь, потому что их там, по рассказам, море, туча. Вот так. Ну, мы практически уже дошли до лодки. Так приходится пешком ходить. Но зато в стороне от реки избушка, и как бы я именно так сделал, чтобы был одиноким. Я люблю одиночество в лесу. И через меня по реке люди едут дальше, не останавливаются. А мне это на руку, если честно. Я люблю одиночество, отдыхаю. Мне никто не надо, если честно. Вот и река. Река, лодка, как всегда. Вещей собирается, вагон. Что на лодке, что на буране, что на УАЗике. А на УАЗике на один день куда-то днем, скажу, на ночевку поднимаюсь там. Ё-моё, сколько вещей собирается. Пол кузова на бортовом УАЗике. Чего только я не набираю там. И вот никак не могу научиться ходить налегке. Что в одну сторону, что в другую. Слишком много всякого беру, и лишнее приходится возить там. Продукты всегда на 2 раза больше беру. Остатки куда оставляешь уже там? Лучше обратно уже отвезти. Или еще там станцию, все. Всякое может быть там, какие-нибудь какие-нибудь залетные залетят там, блин. Было дело, когда по нашей реке, вот по этой реке поднимались какие-то залетные. Во всех избушках все пооткрывали. У кого что можно было, все украли. В общем, такие истории даже бывают. Наши такое не делают, это какие-то другие чужаки. Чужаки какие-то залетные. Все, на этом фильм, можно сказать, закончился. Поход мой тоже закончился осенний. Надеюсь, было интересно, кто смотрел. Ставьте лайки, кому не понравилось. Подумайте, что ставить. А на этом, я, наверное, думаю, все.
И мы сейчас поплывем домой. Всем пока.